Сентябрь объявлен месячником безопасности в государственных образовательных учреждениях Якутии. В это время в городских и сельских школах звучат тревожные звонки. И сегодня в нашей студии Николай Кириллин, временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску. Доброе утро, Николай Николаевич. Николай Николаевич, доброе утро. Давайте начнем с общих вопросов. Месячник проходит, какие цели, задачи стоят, самое главное. Вначале хотел бы сказать, что этот месячник безопасности детей у нас проходит в соответствии приказа Главного управления Министерства чрезвычайной ситуации Республики Саха-Якутия за номером 307 от 23 августа 2018 года. Но также хотелось бы сказать, что данный приказ издавался в соответствии предыдущих приказов. Это приказом МЧС России номером 287 от 7 июля 2017 года. Данный приказе говорилось, что о проведении Министерства чрезвычайной ситуации России Годом культуры и безопасности. А также был издан приказ 96 от 28 февраля 2017 года. Там же был данный приказ, гласит о том, что об утверждении программ профилактики нарушения обязательных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации природной и техногенного характера, пожарной безопасности. Данное мероприятие, месячник безопасности детей, цель данного мероприятия – это формирование культуры безопасности, жизнедеятельности населения, обучение подрастающего поколения основам безопасного поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. Но на сегодняшний день у нас в данном мероприятии задействованы силы и средства. Это работники, сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, Государственная инспекция по маломерным судам, служба спасения, Государственная противопожарная служба Республики Саха-Якутия, также инспекторский состав. Как вы сказали, непосредственно данные мероприятия идут, у нас охвачены те образовательные учреждения, в тех, в которых проводим, у нас идет классные часы. Согласно данного утвержденного плана, то, что я говорил, идет есть несколько параметров именно проведения данных мероприятий. Николай Николаевич, все эти мероприятия, которые проводят целый ряд служб, задействованы, они, конечно, отличаются от тех, которые проводятся для взрослых. Чем они отличаются? Какой вообще подход к детям нужен? По вашему мнению. Из опыта можно сказать, что для дошкольных образовательных учреждений обычно мы демонстрируем какие-либо средства, либо показываем видеосюжеты и рассказываем. Проводим тем самым именно работу данную профилактическую. Отличие от взрослых, от детей, чисто видеосюжетами этими и показами, демонстрацией. А как вообще дети, насколько они активны, интересуются этой темой? Когда начинаешь демонстрировать какие-либо средства, они оживляются. Порой бывает, когда уже есть такие активные дети, которые начинают уже данную тему ходить, и уже, такое ощущение бывает, что даже дети знают больше взрослых в каких-то таких моментах. Активные дети. Месячник пожарной безопасности, он длится месяц, закончится он уже в этом месяце. Данное мероприятие у нас, согласно приказа, проводится в период 1 сентября по 30 сентября. Мы намерены охватить данное мероприятие побольше образовательных учреждений. Николай Николаевич, большое спасибо вам за то, что этим утром пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Удачного вам дня.